В зале царит торжественная атмосфера. Звучат фанфары, а затем гимн Российской Федерации. Наш славный Малгобек в числе тех, кто гордо принимает меч победы. Клинок каждого выполнен из высоколегированной стали, украшен растительным орнаментом и именной дарственной надписью. Для вручения мечей победы приглашаются представители городов воинской славы. Малгобек. Ножны мечей покрыты золотом высшей пробы и инкрустированы полудрагоценными уральскими камнями, гранатом, символизирующим пролитую кровь, и голубым топазом, символом мира. В своей приветственной речи к участникам церемонии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила о подвиге каждого города-героя в годы войны и стойкости их жителей, хранящих и продолжающих сегодня боевые традиции своих предков. Сегодня мы все собрались в зале славы Музея Победы, где увековечены имена тысяч наших героев, для того, чтобы передать мечи победы городам воинской славы, защитники которых проявили беспримерный массовый героизм, мужество и стойкость. Эта традиция зародилась в 2015 году. Обладателями клинков стали тогда 9 городов воинской славы. И я очень рада, что география подвига будет сегодня расширена. И все 45 городов героев воинской славы получат мечи победы. Я хочу сердечно поздравить жителей этих городов, руководителей регионов, глав регионов, членов делегации, ветеранов с этим знаковым событием. И в вашем лице хочу передать низкий поклон всем вашим героическим землякам и тем, кто нерушимой стеной стоял на защите своего Отечества в годы Великой Отечественной войны. Сегодняшняя наша торжественная церемония – это важный шаг для сохранения нашей памяти, для увековечивания нашей славы, для передачи эстафеты нашим детям и внукам, уважения к нашим предкам и поклонения их великому подвигу. Я еще раз хочу вас всех от души поздравить с этим знаковым событием, поздравить с наступающим праздником Днем России и пожелать жителям городов воинской славы, всем жителям нашей страны мира, благополучия и процветания. Спасибо большое главам регионов, которые принимают участие, мэрам городов, нашим глубоко уважаемым ветеранам. Это еще раз подчеркивает значимость этого события. Напомним, что звание города воинской славы Малгобеку было присвоено 8 октября 2007 года указом президента России Владимира Путина за мужество, стойкость и массовый героизм. В ходе визита в Малгобек в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной глава региона подчеркнул, что статус города необходимо поддерживать. Если говорить о Малгобеке, мы должны более поддерживать поисковые отряды наши. Надо расширять значимость города Малгобек. Была Прохоровка, то есть Курская дуга. И второе сражение – это наш Малгобек. Здесь, насколько опять же источники, он 6 раз переходил из стороны в сторону. Но все-таки наши жители республики, других регионов, у нас очень много сегодня неизвестных страниц, неизвестных лиц, которые здесь полегли, которые отдали свою жизнь, чтобы страна и в целом республика наша жили прекрасно. Сегодня вот ради детей, которые здесь стоят, последующих поколений, мы должны
на своем месте вносить свой вклад. Исход Малгобекской оборонительной операции оказал стратегически серьезное влияние на результаты боевых действий на всем Закавказском фронте. В этой операции наши войска нанесли поражение первой танковой армии и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24.